Казалось бы, в какой-то период свет в домах стали выключать реже. Однако сейчас вновь зафиксирован резкий рост числа потребляемой электроэнергии. Всему виной похолодание и работа майнеров, говорят специалисты. Сейчас опять пошел резкий скачок. Это и с похолоданием, и думаю, что и с повторным включением вот этих незаконных потребителей. На грани некоторые подстанции, на грани мы не можем никакой график создать, потому что в пиковые часы день на день не похожи, приходится по факту отключать, поэтому никакого графика нет. Где можем избежать этого, пройти этот момент, проходим, где не можем, приходится отключать. Пиковые часы – это время, в которое нагрузки сильно увеличиваются. Особенно ситуация обостряется к вечеру. Потребление электричества увеличивается в разы. К этому крайнему размеру потребления прибавляется вот это, что люди домой приходят, включают, начинают готовить что-то, телевизоры, лампочки, освещение включают, и это добавляется. Пиковые нагрузки в последнее время в Абхазии происходят круглосуточно. И работают энергетики также круглосуточно. Все службы Черноморэнерго должны быть на дежурстве 24 часа в сутки. Ведь авариям в электросетях и на подстанциях нет счета. На линиях электропередач было несколько обрывов, 2-3 аварии за 2 недели было, обрывы на высоковольтных электросетях. А в распредсетях, когда снег выпал, там вообще неимоверное количество по районам. В городе, в Сухуми и по районам, это там пальцами не засчитай так. Бывает и так, что найти место аварии очень сложно, и поэтому некоторым населенным пунктам приходится долгое время оставаться без электричества. К примеру, сейчас вот мы в Мишерском, туда в ущелье, 2 дня искали там непроходимые леса. И даже когда нашли, техника не подходит, а потом устранять тоже свои проблемы, нет доступа техники. Иногда приходится вручную все это поднимать, короче говоря, там большие сложности. Ребята вообще чудеса вытворяют на самом деле. Работы по отключению незаконных потребителей ведутся не прекращаясь, но, по словам специалистов, нагрузки все же через некоторое время вновь возрастают, так как есть немало случаев повторного подключения. Включают, к сожалению, так, ориентировочно так, все равно 50 мегаватт, половина из того, что вот резко отключили тогда, очень ощутимо, и мы вздохнули, половина, тут и похолодание, повышение нагрузок, но есть это все, ежегодно же мы наблюдаем из-за похолодания, сколько добавляется нагрузки. Оно превышает в 2 раза. Это значит опять майнинги. Превалирующего района по нагрузкам нет. Скачки потребления электроэнергии случаются каждый день в разных частях страны. Если перегрузился трансформатор на подстанции, то энергетики его отключают на время во избежание масштабной аварии. А вот линии электропередачи и воздушные, и кабельные имеют свойство сами отключаться при перегрузах. Оборудование, отходящее, там, будь это кабель, будь это воздушная линия, имеет свой предел, крайний предел пропускной способности. И на это настроена автоматика. Если он не отключит, это кабель взорвется или провод, поэтому он сам отключает. Каждый раз, когда линии или фидер отключаются, энергетики пробуют подключить их вновь. Однако безрезультатно. Приходится ждать около часа, пока не спадут нагрузки. А если при следующей попытке подключения сети не заработали, значит авария. При таких обстоятельствах график отключений составить просто невозможно. Кроме того, по словам Тимура Кация, такая масштабная авария, как на ПС Сухум-1, возможна на любой подстанции, так как техника на многих из них изношена. Устранить проблему будет катастрофически сложно. Что касается перетока электричества из России, то до конца мая отпущено определенное количество киловатт-часов, в которое необходимо вписаться. Мы уже основную часть, большую часть потребили, а времени до запуска очень много еще. На сегодняшний день вопрос, как стабилизировать систему электроснабжения, остается открытым. Энергетики вновь обращаются к незаконным потребителям электроэнергии с просьбой отключить майнеры. Ведь пока в их аппаратах горит свет, электричества нет в домах у детей и стариков. Гугут Савардани, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.